Ну, я очень рада, что вот такие книги вышли, и такие воспоминания хорошие говорятся, и они этого достойны. Ну, Вера Иннокентьевна, вот в этот гербарий я, конечно, много раз ходила, хотела попасть в ее список ее коллекторов, но это не так-то просто, видать. И вот как к ней придешь, она так встретит хорошо, да? Так по-свойски. Ну, поскольку она моя была, как говорится, ну, невестка, что ли, и сама была. Сама себя тоже была. Вот, ну, она жена вот старшего брата, как будто бы, да, Николая Петровича, мы знаем по НЭХИ, и как своего вот старшего брата, который вот, он работал в НЭХИ, и очень много делал для НЭХИ тоже, НЭХИнского наследия. И вот Вера Иннокентьевна мне как вот невестка, как сестра, ну, как коллега, мы всегда очень хорошо встречались, она всегда, ну, так дружелюбно, так, ну, как говорится, как придешь, она всегда готова встретить тебя, хоть какая была у нее, наверное, большая работа, видите, да, и тем не менее, вот, приходит человек, ну, говоришь, вы там есть еще? Она скажет, да, здесь. Ну все, здесь, значит, мы идем к ней. Вот она работает, не работает, над чем она сейчас работает. Вот, и мы всегда от нее вот учились, от нее вот получали все свои названия растений и так далее. Вот и шли таким образом. Вера Иннокентьевна, ну, в этом отношении совершенно безотказная была. Следующее вот мое воспоминание, когда вот мы, ну, Эрик учился у нас, да, мы его говорили Эрик, а оказывается, он Лерчина, такое имя, да. И с Верой Иннокентьевной и по Ласам ходили, и вот по, ну, здесь по пойме ходили, она тоже немножко вот консультировала. И от нее мы, ну, как говорится, вот как геоботаники, мы поняли, что самое главное – это гербарий. У тебя есть гербарий, и этим гербарием ты основываешь все свои описания, то значит ты, ну, человек, да? Профессионал, значит, ботаник и так далее. И вот сейчас мы немножко тоже работаем, то с Николиным работаем, то там Вином работаем, ботаническим институтом Питера, да? И они все время говорят, весь гербарий должен быть здесь. А я говорю, ну я сам профессионально знаю, зачем я принесу. Да? Должна показать, что ты знаешь. Ну и так далее. Вот так что вот то, что гербарий – это основа основ для ботаника, геоботаника, это, конечно, заложено, ну, у нас и я. Чем было сказано это, но тем не менее самое главное вот Вера Иннокентьевна. Поэтому мы сейчас на все свои походы, как говорится, стараемся собрать вот гербарий. Если гербария нет, то значит практически ты не работал. Следующее вот наше, ну, мое немножко рассказ о Николае Петровиче. Потому что Николая Петровича, вот как сейчас сказали, мы уважаем, знаем. Со студенческих лет мы слушали его как комментатора. Окши! Деда, мне целанкой того поддали. Только захап пустяхты ушли. Чакчики корон кордок. Нага, что это комментарий дыряты. Это был комментатор. Да, я сейчас... Ну, Степанов был комментатор достаточно хороший, да? А сейчас, ну, вот немножко я с младших не очень-то всегда сравниваю с ними. И они до этого еще не дотягивают немножко. Вот поэтому, и потом вот, с ним мы ездили, ну, в институт межзлатоведения мы к нему ходили, мы его к себе приглашали со студентами встречаться и так далее. А однажды я его пригласила
на свою экспедицию, как говорится, туристическую. Приехали немцы со студентами, со школьниками. Я попросила Николая Петровича, ну, поезжай со мной, да. И, ну, я была очень рада, что он согласился. И это было, ну, знаете, такая уверенность, что эта экспедиция у нас будет нормальная. Потому что вот, ну, я рассказываю о растениях там и так далее, всякие артистические там выходки о том, как эта береза очищает, вот эта осина такая, это вот эти, вот такие лиственницы страшные, эти, все это, там обычаи всякие якутские рассказываешь и так далее, да? А Николай Петрович серьезно, очень хорошо рассказывает о образовании Аласа, о всяких построениях на Аласах. Я сама о него очень много узнала. Какие там, почему вот якутские дома вот такие, почему у них крыши нету, почему у них угол такой, почему у них вот здесь вот амбары, там эти, там, ну и так далее. Разные были о Аласах вот строения, вот это все как раз он рассказывал. И после этого немцы там Аурихе сделали выставку «Вечная мерзлота и аласная культура». Вот до такой степени у них водили, что это их в главном банке золотом, они вот это все выставили, а я была там живой экспонат, как говорится, ну, якутская одежде, да, и так далее. Была у них, рассказывала, пою пела, все пела, потому что это вот, получается, составляла их осухой танцевать и так далее. Так что вот я полностью показывала, что мы так делаем, ну, якутскую культуру рассказывала, да. Вот, поэтому, в принципе, вот, когда есть такие люди, общение с ними – это обогащение всегда, да? Обогащение того, что внутренне твоих характеристики, и того, что как ты профессионально растешь там и так далее. Поскольку я с Аласом занимаюсь все-таки всю жизнь, поэтому вот то, что Николай Петрович с нами ходил, это, конечно, очень большая сила. Я сейчас вот вспоминаю, как мы еще ходили к нему на Юкачи. И вот это тоже была очень хорошая экспедиция, как говорится. И по пути, конечно, пока ходили, там заходили к родственникам, да, Веры Иннокентьевны. Все там брали, что надо. И таким образом, ну, Юкачи, конечно, очень хороший стационар. Ну, исключительно хороший. И вот сейчас, как мониторинговый участок, это, ну, такая точка, очень хорошая. Вот поэтому спасибо, что были такие люди в нашем веку. Спасибо, что вы о них вспоминаете и такие хорошие книги выпустили. Спасибо.